стало тяжело дышать. Мы закрыли рот тряпками, при этом опустились на корточки, потому что было сильное задымление. Сергей Иванов в момент возгорания занимался спортом. По вечерам в здании второй гимназии проходят тренировки спортивной школы Олимпийского резерва «Тасма». Уроки давно закончились, школа была почти пустая. 3 детей и вот 2 взрослых, и я была. О возгорании известила пожарная сигнализация. Следом пополз густой едкий дым. Горела синтетика. Не растерялся, говорит, страшно не было. Сергей Иванов – учитель ОБЖ в 155-й школе. Что делать, прекрасно понимал. И знания тут же, причем очень оперативно, применил на практике. Когда понял, что горит гардероб, нашел ближайший гидрант, развернул пожарный рукав и приступил к тушению. Подача воды, пожарный шланг осуществлялась не совсем быстро, в результате чего пожар сильнее начал разгораться. То есть мы теряли время на то, пока вода пройдет весь путь по пожарному шлангу. И только потом приступили к тушению. Но плюс сильное задымление, то есть стало тяжело дышать. Мы закрыли рот тряпками, при этом опустились на корточки, потому что было сильное задымление. И тушили пожар, грубо говоря, с колен. Площадь пожара была небольшой, около 1,5–2 квадратных метров. Сложность была в том, что горела синтетика, в основном вещи и верхняя одежда. Поэтому пламя распространялось быстро и было много едкого дыма. Но самая основная проблема – это задымление и угарный газ, который наиболее опасен для людей, потому что, надышавшись, можно потерять сознание, получить отравление. Ущерб пока не подсчитывали. У кого-то сгорели вещи, у кого-то куртки, а пострадали и документы, пластиковые карты и паспорта. Огромная благодарность учителям, которые оказались рядом с детьми. Они быстро эвакуировали наших детей, успели грамотно потушить пожар, используя даже пожарный гидрант. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за пауэрбанка, который находился в кармане одной из курток. Сейчас дознаватели выясняют, был ли он подключен к электрической розетке для подзарядки и что стало причиной его возгорания. Айгуль Бадрудинова, Константин Бушуев. Вызов 112.